Что касается снижения активности боевиков, то я вообще не очень понимаю, откуда взялась идея о том, что такое снижение есть. По-моему, все как было, так и остается. Вообще, колебания активности боевиков, ощущение от этих колебаний, возникает, собственно, не от самой активности, а от того, как, собственно, в этом направлении работают медиа. Больше сообщают, там кажется, что больше активности. Меньше сообщают, нам кажется, что активность меньше. На самом деле, если мы будем просматривать сводки о происшествиях, о нападениях на сотрудников милиции, о взрывах, о обстрелах зданий, то мы обнаружим, что эти колебания очень незначительны, и это все в пределах таких погрешностей и вероятностей. Что же касается связи северокавказских боевиков и радикалов в Азербайджане, в Северном Азербайджане, такая связь есть, она появилась не сейчас, она появилась давно. Азербайджанцы-добровольцы встречались среди северокавказского подполья. На севере Азербайджана проживают лезгины, проживают некоторое количество аварского населения. Это суннитское население. Естественно, там есть определенного рода настроения, определенного рода убеждения. Такие контакты, такие связи есть. Кроме того, в последние 5-7 лет там выделялись яркие фигуры в подполье, происходящие из Юждага, типа Исрапила Велиджанова, уже ныне покойного. И, конечно же, эти люди так или иначе были связаны с единомышленниками в Северном Азербайджане. Однако сказать, что салафиты Северного Азербайджана оказывают какое-то значительное влияние на ситуацию в северокавказском подполье, или что оттуда происходит какой-то экспорт радикализма, экспорт джихада, такого нет. Скажем так, есть группы людей, которые по религиозным, идеологическим соображениям примыкают к северокавказскому сопротивлению, но не более того.